Microsoft в апреле убьет браузер Edge. У компании явно не задалось с программами для выхода в интернет. Сначала Internet Explorer, теперь вот это. Мир потеряет уже второй по счету браузер, который использовали исключительно для скачивания другого, более удобного браузера. Это новости IT. Здравствуйте. Переходим к событиям недели. Эксперты рассказали, какие приложения не стоит устанавливать на современный смартфон. Некоторые из них не принесут никакой пользы, другие, по мнению авторов, могут оказаться вредоносными. Первыми вредными приложениями эксперты назвали определители номера. Подобные программы копируют все данные из ваших контактов, а также предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего. Следующими были указаны программы по якобы экономии батареи. Читатели призвали пользоваться только функциями энергосбережения из настроек мобильного телефона, так как эти приложения не приносят реальной пользы. Также бесполезными были названы очистители памяти. Другими опасными приложениями стали сторонние фонарики, сканеры QR-кодов и документов. Они не только хуже встроенных, но и дают возможность разработчикам получить доступ к камере. В России с 2025 года откажутся от всем привычной восьмерки в начале номера при междугородних и звонках внутри региона. Ее заменят на 0, а звоня за пределы страны нужно будет набрать 2 0. В Минцифре объяснили, что это необходимо для нормального функционирования системы 112. Затем с 2025 по 2028 годы планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках. Сейчас в России используется открытый план, по которому для набора номера телефонов при внутригородних соединениях можно без кода города использовать только 5, 6 и 7-значный номер. Новые сервисы будут доступны на портале госуслуг в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что в настоящее время гражданам доступны более 400 услуг. Будет введено еще около 170. Одной из них станет возможность подать документы в колледж и техникумы. Сейчас такая возможность предусмотрена в том числе в Москве. Для подачи заявки на поступление необходим паспорт и документ об образовании. Услуга бесплатна для абитуриентов, а срок ее предоставления – 1 рабочий день. Напомню, что правительству до 1 сентября 2022 года дано поручение создать единый электронный ресурс для размещения учебных материалов по программам среднего профессионального образования. Также Кабмину необходимо проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Молодые ученые Красноярского научного центра РАН создали сменные фильтры из нановолокон для респираторов. Они могут задерживать частицы размером 100 нанометров, что позволяет на 99% защитить органы дыхания, в том числе и от вирусов. Создатели инновационного фильтра сообщают, что большинство конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра, однако не препятствуют прохождению вирусов и сажи. Новейший продукт производят в виде витражной структуры из нановолокон, соединяют с металлической микросеткой, а затем помещают в маску-респиратор. Также инновационный фильтр обладает системой самоочистки, которая активизируется при подаче электрического импульса, работающего при напряжении всего в 5 вольт. Facebook намерена удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтет ложной или противоречащей официальным данным органам здравоохранения. Об этом говорится в заявлении компании. По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая и Всемирную организацию здравоохранения, Facebook расширил список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем привиться, а также, что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм. Дожили. Теперь на 3D-принтере печатают даже дома. Итальянские проектировщики за основу взяли экологически чистую глину. Что из этого вышло, расскажет Сергей Берец. 2 гигантских принтера за 200 часов напечатали объект, который авторы проекта называют будущим строительной отрасли. Двойное куполообразное сооружение возведено в Равенне на севере Италии. Основным материалом послужила местная глина, смешанная с другими добавками, рассказал инженер компании ВОСП Альберто Кьюзоли.
Глина извлечена здесь же, на стройплощадке. Она прошла фазы измельчения, фильтрации и превращения в однородную массу. Для стабилизации мы добавили рисовый жмых и солому, что делает глину водонепроницаемой, крепкой и пригодной для строительства. 3D-принтеры следовали цифровым инструкциям и возвели куполообразное здание. Похожая методика, но на менее продвинутом технологическом уровне, использовалась за тысячи лет до новой эры и применяется до сих пор. Отличие этого проекта в том, что компьютерная программа позволяет нейтрализовать человеческий фактор возможной ошибки. Экологическая хартия ООН предусматривает превращение традиционных приемов в новые, которые служат целям устойчивого развития, делают мир более зеленым. 3D-печать – адекватный ответ. Она позволяет экономить время и ресурсы. Как утверждают конструкторы, их глинобитное творение нейтральны с точки зрения выбросов углекислого газа и пригодны для использования во всех климатических зонах. Официальная презентация экологически чистых домов, созданных методом 3D-печати, запланирована на будущую весну. IT-центр Хангаласского района выпустил мобильное приложение для прослушивания якутских песен и радиостанций. Оно называется Skylark Music. Референсом стали такие популярные музыкальные сервисы, как Apple Music и Яндекс.Музыка. Одну из первых сет-лист якутских композиций оценила Виолетта Засимова. Мобильное приложение Skylark Music разрабатывали в целях популяризации якутской музыки и якутского языка в целом. Работа над ним велась в течение полугода. Слово Skylark в названии приложения переводится как «жаворонок». Приложение уже рабочее, оно доступно на Play Market пока. В скором времени ожидается выход на iOS, на iPhone, да? Сейчас музыкальная библиотека приложения состоит из более чем 4000 песен на якутском языке. Каждую песню можно загрузить в свой плейлист и слушать в офлайн режиме. Также пользователи могут прослушивать такие радиостанции, как Т-Тим, Виктория, Европа Плюс и так далее. Приложение платное, стоимость ежемесячной подписки 99 рублей. Но у него есть пробный период 14 дней. То есть пользователи могут сначала пробно послушать 2 недели, а затем по истечению этого тестового периода они уже оплачивают подписку. Все песни в приложении являются оригинальными, загружаются из открытых источников, а также по желанию и просьбе самих исполнителей. Все права защищены, действует договор оферты. Мы хотим вот именно самодеятельных композиторов и музыкантов, певцов пригласить, чтобы они отправили нам свои песни и уже вышли в ротацию. Музыкальное приложение Skylark Music будет постоянно обновляться по мере добавления новых песен и радиостанций. Ожидается, что пользователям будут доступны улусные онлайн-радиостанции. Якутск может принять российский или даже международный турнир по киберспорту в 2022 году. Эту идею обсудили на совещании по сотрудничеству Якутии и Федерации компьютерного спорта России, которое состоялось в Москве. Что нужно, чтобы к нам приехали мировые звезды киберспорта, узнал Максим Кардозу. Киберспорт набирает обороты и привлекает все больше внимания. 100 тысяч россиян ежегодно принимают участие в различных компьютерных турнирах. И с каждым годом их становится только больше. И неудивительно, призовые фонды таких соревнований могут составлять миллионы долларов. Поздравляем еще раз OG. Уже я где-то это видел, и опять все взрывается. Ух! И Якутск может стать частью этой невероятной кибервселенной. Федерация компьютерного спорта России готова провести финал крупного турнира российского или даже международного уровня в Якутии в 2022 году. Для этого, во-первых, нужна подходящая площадка. Вот если мы посмотрим, как проходили соревнования в других регионах, в Тюмени, в Казани, это площадка, которая вмещает в себя несколько тысяч человек. Вот, например, в Тюмени там было 5000. Во вторую очередь, там необходим качественный интернет, но Якутия с этим никаких проблем не испытывает. А в третью очередь, естественно, необходим опыт. Опыт проведения подобных соревнований на региональном уровне. И у Якутии есть опыт в проведении крупных турниров по киберспорту, причем не только республиканского, но и дальневосточного масштаба. Мы планируем сейчас на апрель месяц провести республиканское мероприятие, чемпионат республики, уже тоже в Таксуне.
еще крупнее попробовать, да, чтобы отточить все нюансы для того, чтобы уже совместно с Федерацией компьютерного России у нас на территории провести крупное российского формата мероприятие. Наши земляки постоянно добиваются успехов на российском уровне. Так, в декабре 2020 года сборная 31-й школы стала чемпионом Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги среди 1000 участников. И вполне возможно, в Якутии будут появляться и новые чемпионы. В рамках нацпроекта образования во многих школах республики должны заработать так называемые точки роста, оборудованные современными компьютерами. Вот эта современная модернизированная компьютерная база позволит развивать в том числе компьютерные виды спорта, которые интересны для детей и способствуют развитию общих IT-навыков, компетенций, которые очень важны для выбора будущей профессии. Есть и еще одна приятная новость для наших IT-компаний. Российская Федерация по компьютерному спорту заявила о желании проводить турниры и по играм, которые созданы именно якутскими разработчиками и набирают все большую мировую популярность. И на этом все. Повтор программы, как всегда, смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!